А все это задумал старый Шельма Дунаев. Это его сценарий, это его стиль, это его методы. Ну и подогрев еще Рудского, политикана, решили отыграть на сценарий, обманув и своих начальников, и своих доверенных, и депутатов. Во-первых, с Хасбулатовым мы договаривались в присутствии Бурбулиса и остальных, что он соберет Верховный Совет бывшей автономии только на одном условии – для распуска. Значит, мы заранее предугадывали 5 вариантов провокаций, направленных против нас, против нашего движения. Первое – это чеченцев-акинцев в Дагестане, значит, спровоцировать на конфликт с дагестанцами. Второе – казачество против чеченцев. Третье – разделение ингушского и чеченского народов и подогревание внутри национальной розни. Четвертое – перетягивание одеяла с Грузией, нового явления массовых общественно-политических движений, течений, которые появились как грибы, демократы, демократичнее, еще демократы. И этот вариант перетянуть на нас. И напоследок оставить конфликт ингушский и осетинский. Все идет по сценарию. Все это мы видим, все это мы предугадываем, прогнозируем. Нас спасает то, что мы заранее готовимся. Готовились и к этому вводу чрезвычайного положения. Мы его спрогнозировали. Значит, от меня требовали присяги гораздо раньше, но тогда мы не были готовы к возможной агрессивности через вооруженный ввод сил. Я специально перенес его на 9 число, чтобы было время для внимательной и тщательной подготовки принятия контрмер. Прогноз точно оправдался. Мы знали передвижение войск, отслеживали, знали, что будет такая провокация с государственным терроризмом. Поэтому хороший прогноз, анализ и возможные последствия, заранее продуманная подготовительная часть с резервами дает нам возможность уже 3 месяца ежечасно, без крови, локализовать наши беды, наши заботы.